إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, мы продолжаем, альхамдулиллах, достигаем, дорогие верующие, до следующего месяца Рамадана. По милости Аллаха, дорогие верующие, месяц Рамадан является послан для нас милостью Аллаха, субхану ва тааля. Месяц Рамадан является, дорогие верующие, четвертым столпом ислама. Мусульмане должны придерживаться месяца Рамадана, дорогие верующие. И он является из постов поклоняющихся людей. То есть мусульмане поклоняются через пост. Мусульмане придерживаются канонам ислама, дорогие верующие, что касаемо месяца Рамадана. Итак, месяц Рамадан, через него мусульманин получает богобоязненность, когда он приобретает, то есть придерживается канонам месяца Рамадана, дорогие верующие. Аллах в Коране нам говорит об этом месяце. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. О, те, которые уверовали, Аллах обращается к верующим людям, которые уверовали в 6 столпов имана, которые засвидетельствовали свидетельством, которые стали делать намаз. Аллах им обращается: кутиба алейкум, вам предписан пост, Аллах сказал. Кама кутиба аль-ладин мин кабликум, как этот пост был предписан до вас, людям Писаний, он был также предписан до нас, дорогие верующие. И так дальше говорит Аллах: ла'аллакум таттакун, быть может, вы будете богобоязненными. То есть результат, если мы будем придерживаться месяца Рамадана, что мы будем богобоязненными, дорогие верующие. И одна из причин, дорогие верующие, прощение наших грехов. Как посланник Аллаха сказал в хадисе, саллаллаху алейхи вассалям, скажите, не забывайте, когда мы поминаем имя посланника, саллаллаху алейхи вассалям, скажите, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха нам говорит: ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин дамби. Хадис привел Бухари, Муслим, муттафакун алейхи. Тот, кто постился, сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, месяц Рамадан, иманом, верой в месяц Рамадан. Верой, мы же уверовали, дорогие верующие, то, что Аллах в Коране и Сунне посланника, саллаллаху алейхи вассалям, сказано о месяце Рамадане. Посланник говорит: тот, кто уверовал в месяц этот Рамадан, вахтисабан, надеждой, что Аллах субхану ва тааля даст нам награды, надеждой, контролируя себя в месяц Рамадан. Что ты получишь за это? Аллах ему прощает за прошлый год грехи, дорогие верующие. То есть месяц Рамадан, до следующего месяца Рамадана прощаются ему грехи. Как говорят ученые, это мелкие грехи. Большинство ученых то, что говорят, Аллаху а'лям, дорогие верующие, что прощает Аллах маленькие грехи. Но от больших грехов нужно раскаяться, так что нужно нам зайти, как мы в прошлом проповеди сказали, нужно зайти в этот месяц Рамадан покаянием, оставляя большой грех, оставляя большие грехи. Также раскайся от маленьких грехов, также раскайся, люди думают, обязательства. То есть, если он оставляет обязательства Аллаха субхану ва тааля, его посланника, он думает, что это не грех. Нет, грех, если ты оставил, допустим, джумаа намаз, если ты не ходишь на джумаат намаз и мечеть рядом с тобой, дорогой верующий. Рядом с тобой это не имеется в виду за пазухой. Рядом, недалеко ты живешь, ты должен ходить, дорогой верующий, в мечеть. Это твоя обязанность как мужчин. Мужчин выделяет от женщин мечетью, дорогие верующие. Мужчины должны ходить в мечеть, дорогие верующие. Почему мужчины должны делать джамаат намаз, будучи в рибате, будучи на пути Аллаха, охраняя границы мусульман? Мужчин Аллах обязал, дорогие верующие, джамаат намазом даже на пути Аллаха, даже на войне, дорогие верующие. Не говоря уже о тех, кто живет рядом мечетью. Итак, дорогой верующий, второе, что охватывает,
Минфада или Рамадан, из достоинства месяц Рамадана, дорогие верующие, как наша тема сегодня, достоинство месяц Рамадана. Дорогие верующие, Аллах Субхану ва Тааля открывает двери рая в месяц Рамадан. Какая радостная весть! Другим такого нету, дорогие верующие. Людям Писания такой радостной вести нету, да, дорогие верующие, как нам. У нас, дорогие верующие, много наград мы получаем. Открываются двери рая. Кому открывается? Единобожнику, мусульманину. Единобожнику, мусульманину. Не хватает, если он себя относит к исламу, мусульманам, если он не отказался от ширка, от многобожия, от неверия, если он не отказался, тогда этот этнический мусульманин, многобожник, он не мусульманин, он не заходит в рай. Он должен раскаяться от многобожия, как мы сказали, месяц Ша'бан Аллах прощает все, кроме двум. Многобожнику, тот, кто делает многобожие с Аллахом, и также двум ссорящимся стороне. Двум людям, тот, кто поссорился, им Аллах не прощает грехи за год. Если они не простят друг друга, Аллах им не прощает их грехи. За это Аллах баракат забирает у них в ризке. Аллах забирает у них ризк и баракат, дорогие верующие. Если два стороны поссорились, и один другому не прощает, а кто из них лучше, когда посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, лучший посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, тот, кто первый начинает примиряться. Тот, кто первый начинает примиряться, это есть мужественные качества, дорогие верующие. Итак, в этом хадисе, который мы хотим привести, говорится, также заковываются шайтаны, двери ада, двери ада закрываются в месяц Рамадан, двери рая раскрываются в месяц Рамадан. А какая еще милость нам нужна, дорогие верующие? Месяц Рамадан, опять повторяюсь, двери рая открываются. Если ты умираешь, будучи мусульманином, единобожником, прямо в твой вход, иншаллах, в рай. Двери рая открыты. Двери ада закрыты. Шайтаны заковываются. Слабые шайтаны оставляет Аллах Субхану ва Тааля. Если слабые шайтаны тебя преодолели месяц Рамадан, что это значит, дорогой верующий? Если слабые шайтаны преодолели, значит ты слабак. Значит ты слабак. Если слабые шайтаны одолели сегодняшних мусульман. А раньше такого не было. Раньше сахабы удивлялись, когда помощь Аллаха оттягивалась на определенные часы. Говорил Умар бин Хаттаб, радийаллаху анху, не может быть ложь и истина так стояли вместе. Ложь столько много стоит, это невозможно. Значит, что-то ненормально, значит, внутри грехи. Или внутри мыши. Погрызи наш мешок, как говорится. Дальше, дорогие верующие, хадис Аби Хурайры приводится. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, хадисе Бухари Муслима: «Ида джаа Рамадан, футтихат абвабу джаннати, ва гулликат абвабу нар, ва суфидат аш-шаятин». Посланник Аллаха говорит, когда приходит месяц Рамадан, и это повторяется, то, что мы только что сказали, в хадисе, двери рая открываются, двери ада закрываются, шайтаны заковываются, оковы, дорогие верующие. И именно марадату шаятин, то есть бунтари шайтаны, сильные шайтаны заковываются, дорогие верующие. Слабые, если ты сам туда не зашел ему в клетку этого шайтана, конечно, шайтаны не смогут. Это твоя вина, дорогой верующий. Третье теперь. Уминфада или Рамадан, достоинство месяца Рамадана, дорогой верующий. Поэтому нельзя мусульманину гневаться даже сильным гневом. Если кто-то с тобой спорит, ссорится, скажи «инни саимун», сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, как себя вести в месяц Рамадан. Я пощусь, я не имею права ссориться. Слишком гневаться нельзя. Представляете такое положение? То есть не гневайся слишком. Не тревожься слишком, не радуйся слишком. Умеренность, контролируй. Месяц Рамадан, месяц богобоязненности. Дорогой верующий, он тебя воспитывает. Если ты придерживаешься канонам, конечно. Достоинство месяца Рамадана Аллах в Коране сказал в суре Аль-Бакаре: «Шахру Рамадана аллади унзила фихи аль-Кур'ан, худан лин-наси, ва байинати мин аль-худа валь-фуркан». Месяц Рамадан, Аллах говорит, в этот месяц Аллах не спаслал Коран. Худан лин-наси. Коран является руководством для людей, Аллах сказал.
вабайинат, и доводы, разъясняющие из этого прямого пути. Мин аль-худа валь-фуркан, и также различающий является месяц Рамадан между ложью и истиной. Аллах тебе дает знать через месяц Рамадан, если ты придерживаешься канонам, что есть ложь, что есть истина. Но многие, конечно, не придерживаются канонам законов, имеется в виду месяц Рамадана. Четвертое достоинство месяца Рамадана, дорогие верующие, аннаху шахрун яджуду Аллаху та'аля фихи аля ибади бил'итки минаннар. В этот месяц Аллах Субхану ва Та'аля становится щедрым. И Аллах любит щедрых. Аллах любит щедрых. Месяц Рамадан Аллах становится щедрым, отпуская, то есть освобождая людей от ада. Люди должны были попасть в ад. И Аллах стал щедрым. И Аллах стал, как говорится, освобождать людей от ада. Прощать Аллах начал. Проявлять милость свою Аллах начал. Месяц Рамадан. Как в хадисе приводится Абу Гурайрата, хадис имам Тирмизи его привел. «Ида кана ауалу лейлати мин шахри Рамадан, суфидат иш-шаятин, ва марадатул джинни, ва гулликат абвабун нар, фалам юфтах минха бабун, ва футтихат абвабул джаннати, фалам юглак минха бабун, ва юнади мунадин, я баги аль-хайр акбил, я баги аль-шарри аксир, ва лиллахи аль-ухтаqa мин ан-нар, ва залика куллу лейла». Посланник, саллаллаху салям, говорит в этом хадисе, «Ида кана ауалу лейлати мин шахри Рамадан». Когда первая ночь Рамадана начинается, заковываются шайтаны, заковываются джинны, бунтари. «Вагулликат абвабун нар», Аллах Субхану ва Та'аля закрывает двери ада. «Фалам юфтах минха бабун». Ни одна дверь из ада не открывается месяц Рамадан, дорогие верующие. Ни одна дверь ада не открывается. Дальше говорит посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, абвабуль джанна. Райские двери мы знаем 8, и эти 8 дверей открыты. Адские двери 7, вниз они идут, вниз. Они все закрыты. Представляете, тот, кто ищет, конечно, найдет, тот, кто хочет попасть в ад, конечно, будет варианта на следующий месяц. Будет вариант? Будет. Но однако, дальше говорится в хадисе, уинади мунадин, зовущий зовет теперь, говорит посланник, саллаллаху саллям, я баги аль-хайр, тот, кто намеревался делать добра, акбиль, стремись к нему. Я баги аль-шарри аксир, тот, кто хотел сделать зла, плохого, приостановись. Месяц Рамадан, ты должен остановиться. Если шайтаны заковываются, как мы сказали, какой должен быть человек слабак, если в месяц Рамадан он себя так ведет? «Валилляхи утака мин нар», сказал посланник, саллаллаху алейхи, у Аллаха есть список, освобождающий людей от ада. Просите Аллаха, чтобы Аллах сделал нас из этого списка, чтобы мы освободились от ада, чтобы мы не попали в ад, дорогие верующие. Месяц Рамадан, месяц возможностей. Аллах отвечает на дуа месяц Рамадан. «Вадалика куллю лейля». И так, каждую ночь Аллах, Субхану ва Та'аля, освобождает людей от ада. Кого? Единобожника, мусульманина. Просим Аллаха, Субхану ва Та'аля, чтобы Аллах нас освободил от ада, дорогие верующие. Никого из нас не оставил. Пятое достоинство месяца Рамадана, дорогие верующие. أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين بل يعطى الصائم أجر بغير حساب. Не ограничивается Аллах наградами. Аллах дает награды столько, сколько Аллах пожелает нам. Поэтому нельзя нам ограничиваться, дорогие верующие, наградами. Быть может, твоя богобоязненность, твое стремление к Аллаху Субхану ва Та'аля, ты если ищешь довольство Аллаха, этим месяц Рамадан, ты, быть может, получишь такие большие награды, как ты не получал другой месяц Рамадан. Итак, дорогой верующий, в хадисе Абу Гурайра приводится Бухари Муслимом, хадис муттафак алейхи. Кал Аллаху Та'аля, то есть священный хадис. Аллах говорит, хадис аль-Кудси. Аллах сказал, «Куллю амаль ибн Адама лах, илля сом, фа иннаху ли ва ана аджзи бих, ва сияму джиннату, фа ида кан йому соми ахадикум, фа ла ярфас, ва ла ясхаб, фа ин саббаху ахаду, ау каталаху, фальякуль, инни саимун, валлади нафсу Мухаммадин бияди, ла халуфу фами саими атибу инда Аллах мин рихи миск,
للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي رب فرح بصومه. В хадисе посланника саллаллаху алейхи говорится, что Аллах сказал: каждое деяние сына Адама, дорогие верующие, ему делает возмездие Аллах по его, как говорится, деяниям. Однако касаемо поста, куллю амаль ибн Адама ля, каждое деяние Аллах делает ему, как говорится, воздаяние, подобие его деяниям. Однако пост, Аллах сказал, илля соум, кроме поста, фа иннаху ли, пост для меня, говорит Аллах. Ученые сказали, толкователи этого хадиса, и мы этот хадис толкуем, объясняем это значение фа иннаху ли, это слово, то, что Аллах сказал, поистинный пост, это для меня. 12 значений этому слову. У нас есть на канале, в Ютубе, можете посмотреть про пост тему, 12 значений этому слову. فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحْدِكُمْ. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва ана аджзи би, то есть пост для меня я возмещу, то есть нету одно из значений, в этот пост не может зайти лицемерие человеку. Лицемерие не подходит, показуха не подходит сюда. Как другие виды поклонения, допустим, ты стоишь в намазе, ты начинаешь красить свой намаз, движение, чтение, допустим, да? И раз показуха появилась у тебя, ты должен бороться, ты не делаешь намаз ради людей, ты делаешь ради Аллаха. Когда приходит тебе показуха, лицемерие, ты должен бороться сам с собой, дорогой верующий. Или когда ты делаешь садака, или какие-то другие деяния, чтения Корана, или ильм ты преподаешь, быть может, у тебя появляется показуха. И ты должен бороться сам с собой, чтобы удалить это маленький ширк, называется, маленькое многобожие. И должен человек удалять его каждый раз, мусульманин. Приходит, борься сам с собой, удали его. Однако ты должен поклоняться ради Аллаха, но не ради людей. Не должен оставлять также ради людей, а ты должен делать опять же ради Аллаха, намереваться ради Аллаха, делать ради Аллаха. На пути пророка и сподвижников ты должен делать, дорогой верующий, правильные виды поклонения. Поэтому, чтобы не было показухи, что? Борьба с самим собой. Итак, в этом хадисе говорится, «Фаинна ли ва ана аджзи би», пост для меня, Аллах сказал, не входит пост лицемерия, как в других видах поклонения. Это имеется в виду. «Вассияму джунна», сказал Аллах Субхану ва Тааля, что пост является щитом. Щитом от чего? Итак, щитом от разных видов страстей человеку. Пост тебя защищает. «Фаидакан йому соми ахадикум». Если кто-то из вас постится, сказал посланник, саллаллаху алейхи в этом хадисе Кудси, пусть он не сквернословит, пусть он не ругается. «Фаин саббау ахадун ау каталя». Если кто-то его ругает, или если кто-то против него борется, и скажи ты ему, сказал посланник, саллаллаху алейхи «Фалякуль инни саимун». Я пощусь, я не могу с тобой бороться. Имеется в виду борьба, ругань. «Валлади нафсу Мухаммадин биеди». Посланник Аллаха сказал, клянусь, чьей длани моя душа, «Ла халуфу фами саими атибу индаллахи мин рихи миск». И посланник Аллаха поклялся, что запах из рта, который уходит постящего человека, это лучше, чем миск. Какой миск? Миски бывают разные, дорогие миски есть. Есть за $5000 есть миски, дорогие верующие. Лучший миск, какой вы знаете? Этот запах изо рта постящего человека лучше у Аллаха, чем чего? Миск. Итак, дальше в хадисе говорится, «Лиссаими фархатан яфрахума». Постящему человеку есть две радости, сказал посланник, саллаллаху алейхи, «Ида афтара фариха бифитри». Когда у нас сгавляется время, приходит поста, мы сегодня не постимся, альхамдулилля, обрадовался, что он смог исполнить вид поклонения Аллаху одному, без лицемерия, ради Аллаха. Смог он исполнить поклонение, это радость. Учите своих детей, учите своих приближенных, кого вы любите. Так что это вид поклонения, ты работаешь, ты живешь, это поклонение полностью. Итак, дорогой верующий, дальше говорит, «Ваиза лакия рабба фариха бисауми». Когда он встречается со своим Господом после этого поста, если он умирает в посте, тем более лучше для человека.
Но если он закончил этот месяц Рамадан, этот обряд поклонений, он рад, что он встречается с Аллахом, исполнил довольство Аллаха. Рад он при встрече. При встрече он рад, потому что он исполняет поклонение, он законы Аллаха оберегал. Итак, дорогой верующий, вахадаль хадисуль джалиль, это великий хадис Бухари, Муслима, как мы сказали, хадис аль-Кудси, указывает, что указывает оно, что у поста есть разных видов достоинства. Анна Аллах тастали нафси. Аллах сказал, пост для меня. Это особое, это личное для меня. И поэтому возмездие от Аллаха будет безгранично. Поэтому придерживайтесь виду поклонения поста, дорогие верующие. Салафы готовились, праведники готовились, мы говорили в прошлом проповеди, 6 месяцев раньше делали дуа, поклонялись, готовились к месяцу Рамадана. И другие также 10 месяцев готовились к Рамадану, на следующий Рамадан, зная, что это является счастливым случаем. Некоторые стараются уехать, мы сказали, не поститься, чтобы уезжает в путешествие, чтобы не поститься. Сезон поста не будет также в Шаввале и других месяцах, как месяц Рамадан. Так что наоборот, лучше освободись. Лучше освободись. Некоторые стараются, имамы, шейхи, уезжать в харам уезжать, оставляя свои посты. Посты имеются в виду свою позицию. Имам мечети, у него позиция ваджиб важнее, чем идти молиться в хараме. Имамы, шейхи, которые должны были учить людей поститься, молиться, как нужно исполнять свои виды поклонения, они уезжают в харам, оставляя свою ваджиб позицию. Они не понимают, что является аулавият, первоначальная обязанность. Не фард является, это не хадж фард. А другие поклонения, хараме поклоняться, это не является фардом, дорогой верующий, это сунна. Итак, по сравнению с другими делами, пост является особым для Аллаха, и Аллах делает особое возмездие. Аллах отнес к себе благородному, к самому себе Аллах отнес, что Он сделает возмездие. Аллах не определил, сколько тебе награды будет за пост. Третье теперь, что пост является щитом, мы сказали. Щитом от чего? От сквернословия, от ругани, от ссоры, от грязного языка. Ты должен оставить грязные слова. Ты должен оставить непростойные слова. Ты должен поменяться. Ты должен быть лучше в этот месяц Рамадан, не как в прошлый месяц Рамадан. Итак, дорогие верующие, сказал посланник, саллаллаху алейхи, не ругайтесь, не сквернословьте. Итак, четвертое, посланник Аллаха сказал, анна халуфу фамисами аддибу индаллах, то есть запах постящего человека лучше, чем лучший миск. У Аллаха лучше этот запах, дорогие верующие. Итак, пятое, что у постящего человека, как мы сказали, есть два радости. Радость, когда разговляется, также радость, когда он встречается с Аллахом. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогие верующие, месяц Рамадан мы начинаем поститься, иншаллах, в субботу. Сегодня, иншаллах, будет у нас таравих вечером. Сегодня у нас будет вечером таравих намаза. Иншаллах. Календарь мы положили. У стола календарь лежит. Также, дорогой верующий, ты должен намереваться уже на месяц Рамадан полностью намерением. Это является обязательным намерением. А ученые сказали одни, что является желательно каждый день до сухура, имеется в виду до фаджр намаза, до азана, сделать намерение. Или вечером, или утром, до азана фаджра. Имеется во время сухура сделать намерение. Это является желательным, как одни ученые сказали. Другие сказали обязательным перед каждым постом. Однако,
более сильное мнение, на месяц Рамадан полностью сделать намерение, это обязанность, дорогой верующий. Сделай намерение, чтобы поститься полный месяц Рамадан. Итак, чему ты должен придерживаться? Ты должен придерживаться не кушать ни еды, ни питья, ни совокуплений. То есть до сих пор то, что было халяльное, дозволенное, еда, питье, это все. Однако теперь для тебя стало днем его кушать, пить, совокупляться, харам стало для тебя. Аллах запретил тебе законом Аллаха. 11 месяцев было халялем, а теперь стал он харамом днем, дорогой верующий, днем, но не вечером. Итак, с утреннего намаза, начиная с азана фаджра, утренним намазом, азаном, заканчивая вечерним азаном, ты должен поститься. Кроме кого? Кроме больного хронической болезнью. Или, допустим, если он хронической болезнью болеет, то он должен накормить одного бедняка. Хроническая болезнь, он не может поститься. Наоборот, его состояние ухудшается, этого постящего человека. Состояние здоровья ухудшается, он может себя погубить, этот человек. Тогда он должен накормить одного бедняка. Пусть обращается к нам в этом случае. Баракаллаху фикум. Мы накормим бедняка, иншаллах, если он придет. Дальше. Теперь, если он в путешествии, он не обязан поститься. Но некоторые убегают, как мы сказали, от поста месяц Рамадана, когда начинается месяц Рамадан. Когда месяц Рамадан начинает, люди убегают в другую страну или другой город, якобы я мусафир. Так ты не должен себя вести. Но если ты возвращаешься, опять ты должен поститься или накормить бедняка. Если у тебя нету, может быть, мы достанем где-то, от тебя заплатим, как во время посланника, саллаллаху алейхи саллям. Если у тебя нет, за тебя заплатим, чтобы ты не попал в ад. Чтобы ты не попал в ад. Мусульмане принесли во время пророка, саллаллаху алейхи саллям, финики. Один пришел: я Расуллах, у меня ничего нету дать, искупление, чтобы дать за то, что он нарушил пост. И другие мусульмане принесли плащ посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, насыпали, финики принесли. И он сказал, посланник Аллаха ему сказал: иди и раздай эти финики бедным. Я Расуллах, говорит, разве мне раздать эти финики беднее меня? В этом городе Медине нету такого человека беднее меня. Сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, засмеявшийся, показал свои зубы. Себе забери часть, остальные бедным раздай. То есть ислам решает проблему общества. У кого есть, они приносят, у кого нет, они уносят. Завтра у тебя будет, ты тоже принеси, сюда же в общину принеси, там где ты живешь, дорогой верующий. Тот, у кого есть, приносит, у кого нет, уносит. Завтра у него тоже может быть такое же положение случиться. Такое же положение может быть у этого богатого. Сегодня есть у него, завтра нету. Дунья меняется, чередуется, дунья, дорогой верующий. Сегодня есть, завтра нет. Это дунья испытание. Это дунья не рай. Если бы он был бы раем, это дунья, мы стабильно жили бы. Но некоторые хотят из этого дунья сделать раем, но не получится никак, дорогой верующий. Ты должен оставить этот дунья. Ну что ты за собой оставляешь, дорогой верующий? Поэтому месяц Рамадан, 2 столпа. Намерение на месяц Рамадан придерживаться, оставляя даже дозволенное, мы сказали. То есть не кушать, не пить, не совокупляться, дорогой верующий, придерживаться посте месяц Рамадана. Баракаллаху фикум. Просим Аллаха Субхану ва Тааля дать нам тауфика, удачи, чтобы мы постились месяц Рамадан должным образом. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, дорогие верующие, чтобы Аллах нас простил, чтобы Аллах нас очистил месяц Рамадан, дорогие верующие, месяц Шаабан. Просим Аллаха Субхану ва Тааля красивыми именами Аллаха, красивыми атрибутами Его, чтобы Аллах нас обрадовал этим месяцем Рамаданом, чтобы мы вышли из него богобоязненностью, высшей целью, дорогие верующие. Чтобы мы улучшили свое состояние души, дорогие верующие. Чтобы мы улучшили свое состояние общины, дорогие верующие. Просим Аллаха Субхану ва Тааля дать победы мусульманам, притесненным народам, чтобы Аллах дал победы. О Аллах, сделай так, чтобы притесненные народы в этот месяц Рамадан спаслись от тиранов всего мира. Я Аллах, мы Тебя просим эти священные дни, спаси притесненные народы от тиранов мира. О Аллах, спаси притесненные народы от тиранов мира. О Аллах, покажи нам знамения свои, я Аллах. Покажи нам свои знамения против этих тиранов. Докажи, я Аллах, своими знамениями, что притесненные народы,
Они должны быть теперь, дорогие верующие. Иншаллах, Аллах даст победу. Месяц Рамадан не спускались победы. Месяц Рамадан приходит Джибриль. Месяц Рамадан спускаются ангелы, дорогие верующие. Просим Аллаха Субхану ва Та'аля дать победы притесненным народам. О Аллах, я Аллах, Аллахума насир аль-хакки, Аллахума арина аль-хакка хакка, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم رد الكيد الكائدين في نحورهم اللهم رد الكيد الكائدين في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بالطواغيت اللهم عليك بالطواغيت اللهم اجعل دائرة عليهم اللهم اجعل دائرة عليهم يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أنت أقم الصلاة.